Основные причины, если так называть, то первое – это общемировая тенденция. Как вы знаете, с конца прошлого года идет повышение цен на нефть и нефтепродукты. Да, это в основную очередь связано с тем, что страны, участники договора ОПЕК, они сократили объем добычи нефти и повышают цены, потому что в период пандемии их бюджеты были полностью провалены, поскольку они полностью зависят от цены на нефть. В конце года, например, да, в декабре, если один баррель нефти марки Brent стоил порядка 44-43 долларов, то на сегодняшний момент они уже приближаются к отметке $80. Да? Бюджет они свой на 2021 год эти государства закладывали с учетом того, что один баррель нефти будет стоить не менее $70 за баррель. Да? То есть они искусственно это делали и пополняли свой бюджет, можно сказать. Да? У нас есть межправительственное соглашение о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов. В соответствии с этим у нас ежегодно утверждаются индикативные балансы, где утверждаются объемы конкретного вида топлива, в каком количестве будут завозиться беспошлино в Кыргызскую республику. В соответствии с этим у нас трейдеры наши в основном закупают горюче-смазочные материалы полностью на российских нефтеперерабатывающих заводах. Например, если в начале года мы покупали 1 тонну бензина АИ-92, $300 за тонну, на сегодняшний момент покупаем уже ее $650 за тонну. То есть на дизельное топливо у нас рост произошел на 37,7%. То есть, несмотря на то, что рост по бензиновой группе произошел на 116%, благодаря усилиям наших нефтетрейдеров, которые за счет своих остатков, то есть запасов, которые ранее были закуплены по более дешевой цене, удерживают резкие скачки. Идет постепенный рост, но не дают резкого роста и таким большим скачкам цены на горюче-смазочные материалы. В настоящее время в государственном реестре субъектов, занимающих доминирующее положение, у нас 4 субъекта, 3 из них импортера и 1 наш производитель Джунда. Но, насколько вы знаете, с начала 2020 года по настоящее время Джунда не работает. И вот эти 3 субъекта — это Газпром, Роснефть и Редпетроль, вот это Альфа-Ойл. Они занимают доминирующее положение совокупное на рынке бензина только. Деятельностью субъектов, занимающих доминирующее положение, нами проводится экономстат-наблюдение, экономическое статистическое наблюдение. Какие нарушения могут быть? Это они могут нарушить требования закона о конкуренции, то есть они могут действовать одинаково, сговорившись, одинаково поднять цены на одном уровне и держать цены на одном уровне. Но в настоящее время на рынке есть объективные причины повышения, это повышение оптово-отпускных цен. У нас цены формируются из внутренних и внешних факторов. В настоящее время на цены влияет этот внешний фактор. Это повышение оптово-отпускных цен в России. Вообще электромобиль надо рассматривать не только просто как машина, да? Потому что мы, как страна-производители электричества, мы должны именно в этом направлении больше упор делать, да?
у нас нет нефти, газа, да, например, но у нас есть гидроресурсы, которые вырабатывают электричество, и это намного дешевле. В социальном плане, допустим, она экономит бюджет каждой семьи. К примеру, если я вот посчитал, вот гибрид Toyota Prius, за 2 года обслуживания она экономит примерно 130 тысяч сомов. На обслуживание в течение 2 лет она съедает примерно 50 тысяч сомов. И вот разницу посмотрите, сколько денег как бы экономит. Да? Экологичность, простота в использовании. Даже не имея быстрого заряда, каждый человек может у себя дома на обычном 220, то есть на одной фазе зарядить. Да? В течение где-то месяца уже будут завозить первые зарядные станции и будут устанавливать именно быстрые заряды, которые будут заряжаться 15 минут. Машина гибрид, вот, я его специально взял, потому что она тоже по части электрическая, вот, и по части экологии тоже она экологичная, да. Вот. Я его взял для того, чтобы именно изучить, именно почувствовать вот эти все вопросы, которые многие как бы задаются, да, в плане экономии, в плане эксплуатации, удобства, да. Я бы сказал, это экономия, да, это 2-3 вопрос. Самое главное это экология, да. Самое главное здесь экология. У нас смог, сейчас вот зима придет, у нас обратно та же проблема будет, да.